Здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. 70 человек из числа личного состава МВД и народных дружинников готовы оказать помощь в ликвидации последствий паводка. В пресс-службе ведомства отметили, что в районах, оказавшихся в зоне подтопления, весь личный состав переведен на усиленный вариант несения службы. Полицейские оказывают помощь в эвакуации граждан и их имущества, осуществляют охрану общественного порядка. Сотрудники управления переведены на усиленный вариант службы. Цели и задачи – это оперативное реагирование и документирование наших граждан, попавших в эту сложную, тяжелую ситуацию. Цель и задача стоит, немедленное документирование, чтобы дать возможность людям оперативно восстановить другие документы, то есть, может быть, это водительские права, банковские, как и карточки и так далее. То есть те действия, где необходимо, наличие документа, удостоверяющего личность, то есть паспорт. Пересмотрен график, режим работы сотрудников миграционных пунктов на территории Республики Саха-Якутия. Также мы тесно взаимодействуем с МФЦ. Задача одна – это оперативное документирование. Прокуратура Нюрбинского района Якутии завершила проверку ДТП, в котором пострадали дети. Напомним, в прошлом месяце столкнулись УАЗ и Toyota Land Cruiser 200. Различные травмы получили 7 детей разного возраста, находившиеся в салоне УАЗа. В результате столкновения 7 учащихся поступили в медицинское учреждение с различными телесными повреждениями, в том числе и характера переломов костей и черепно-мозговых травм. При этом перевозка детей произведена на неприспособленном для этого транспорте в отсутствие уведомления в адрес ГИБДД о перевозке детей и необходимости без проверки соответствия требованиям безопасности технического средства. Руководитель детской общественной организации и директор школы привлечены к дисциплинарной ответственности с объявлением им выговоров. В отношении водителя УАЗ органами внутренних дел решается вопрос о возбуждении уголовного дела. В отношении потерпевших проводятся судебно-медицинские экспертизы. 7,5 лет колонии общего режима получила мать, убившая сына. В октябре прошлого года женщина распивала спиртные напитки со своим 28-летним сыном, а также семейной парой, друзьями сына. Стоит отметить, что пьянка была затянувшейся, компания гуляла третьи сутки. После ссоры с сыном обвиняемая схватила нож и на глазах гостей ударила отпрыска в грудь. Мужчина скончался на месте происшествия. В больницу Мегино-Кангаласского района обратился 22-летний мужчина с травмой головы. В нанесении побоев подозревается 19-летний собутыльник потерпевшего. Они познакомились в пивном баре и продолжили застолье в гостях у подозреваемого. Произошла ссора, и хозяин дома, схватив табуретку, нанес 2 удара по голове гостя. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение легкого вреда здоровью». В суд направлено дело инженерно-технического работника Треста «Алмаз-Техмонтаж», по вине которого его коллеги придавило ногу металлическим листом. При выполнении наряда задания бригадой монтажников при демонтаже желоба на обогатительной фабрике произошло провисание стропы с грузом, вследствие чего перемещаемый металлический лист накренился и придавил ногу монтажника. В результате пострадавшему были причинены телесные повреждения, квалифицированные медиками как тяжкий вред здоровью. Следователи установили, что данное происшествие стало возможным по причине неиспользования противоопрокидывающих устройств при строповке груза, которые имелись на предприятии в наличии. Также следователи установили, что инженерно-технический работник, который контролировал ход выполнения работ, нарушил правила безопасности, ведомственные нормативные акты и должностные инструкции. Сразу 2 уголовных дела возбуждено против жителя Якутии, который в нетрезвом виде пытался пройти на борт самолета с огнестрельным оружием и применил силу по отношению к полицейскому. Инцидент произошел в аэропорту поселка Депутатский в Устьянском районе еще в апреле, но стало известно о нем только сейчас из сообщения пресс-службы Следственного комитета на транспорте. По данным ведомства, силовики изъяли гладкоствольное ружье и травматический пистолет, провоз которых пассажир не согласовал с авиакомпанией. На этом у меня все. Берегите себя.